Чебоксарах ввели в эксплуатацию 130-квартирный дом, который находился в реестре проблемных объектов Чувашской республики. Возводить его начали в 2007 году, и только спустя 10 лет удалось завершить строительство. Сегодня дольщикам вручили первые ключи от долгожданных квартир. Первое вручение ключей. Поздравляю. Спасибо. Вера Никитина квартиру в этой многоэтажке покупала для внука в 2007 году. Сегодня парень уже совершеннолетний и готов переехать в новый дом, чтобы жить самостоятельно. Единственное, нужно сделать ремонт. Квартиру по договору подрядчик сдал в черновой отделке. А вот вода, тепло и электричество в дом уже проведены. Лифт тоже работает. Компания «Честер», которая начинала строительство данного объекта, обанкротилась, соответственно, не выполнив свои обязательства перед долевиками. Контракт на завершение строительства данного объекта был заключен в марте 2014 года. Застройщиком выступает компания «Гарант», генподрядчиком компания «Стройсфера». Строительство шло без привлечения бюджетных средств. Инвестором выступила компания генподрядчика. У «Честера» было построено на один подъезд до 7-8 этажа, и были залиты фундаменты за этими двумя подъездами, больше ничего. Естественно, мы сделали экспертизу, там еще и реконструкцию в той части сделали. Его довершили, до 9 этажа закрыли крышу, а эти два подъезда с нуля. Мы очень благодарны, что вы до конца довели это святое дело. Это было дело чести. Да, это вообще замечательно. Мы очень рады. И все же небольшие недоделки в новых квартирах пока присутствуют, признаются жильцы. У кого-то установлены деревянные окна вместо пластиковых, где-то нет розеток. Но подрядчик обещал устранить все огрехи. Для этого в доме оборудовали офис, чтобы владельцы квартир могли обращаться туда с замечаниями. К тому же на все работы действует гарантия – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Были у людей вопросы и по оплате квартир. Ранее жильцов просили доплатить за квадратный метр. Мол, годы прошли, жилье уже столько не стоит. Сейчас обещали, что никто ничего не будет доплачивать. Дом достроили, дом сдали. И я надеюсь, все будет нормально. Проблема обманутых дольщиков находится на личном контроле главы республики и главы администрации Чебоксар. Сейчас в Чувашии 2 объекта, которые вызывают опасения у властей. По проспекту Тракторостроителей в столице и на улице Южной в Новочебоксарске. Сегодняшние подвижки есть по данным объектам. По Тракторостроителю 11А удалось вопросы по воде и по газу решить. Завершаются пусконаладочные работы по лифтам. Я думаю, что в ближайшее время все работы будут завершены на объекте и можно будет уже вводить его в эксплуатацию. Второй объект – это Южная 7А, Новочебоксарск. Там ситуация немного сложнее, чем Тракторостроителей. У нас с последнего визита министра на данный объект у нас решились вопросы по отделке фасадной части сзади дома, завершили работы по теплоснабжению объекта. В принципе, уже объект готов к подаче тепла. Президент страны Владимир Путин поручил в течение 3 лет уйти от долевого строительства и перейти на проектное финансирование. В Чувашии уже разработали дорожную карту и ведут активные переговоры с банками. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.